Всем здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас снова приветствовать на канале Лавка Старины. Как вы уже смотрели в первой части, мы рассказали о Табаге, о первой ямщицкой станции, о потомках ямщиков, встретились с замечательными людьми Светланой Ивановной и Тамарой Константиновной. Ну а для начала давайте все же вспомним страницы истории. Вот в этом доме как раз останавливались отряды красногвардейцев и орджоникидзе. Ой, Вот сюда сейчас поворачиваем. вот это тоже интересный дом стоит. Вот это Соколовский, да? Там проживал Соколов Степан Николаевич, подполковник, который закончил высшую школу, начальную военную школу. С середины XIX и до начала XX века Якутская область была одной из самых отдаленных провинций Российской империи, поэтому всегда отставала в получении той или иной информации. Курьерская почтовая связь не могла обеспечивать быстроты и точности сообщений. Единственной дорогой, связывающей область с центром, был Иркутско-Якутский почтовый тракт, который выводил Якутскую область на большой мир и связывал с центром, а через региональный Аянский тракт обеспечивал выход к Охотскому морю. Иркутско-Якутский тракт протяженностью 2895 километров действовал круглый год, причем 2400 километров тянулись вдоль берега Лены, а зимой путь прокладывали по льду. Зимняя дорога продолжалась с октября до конца апреля, а с мая открывался летний путь. Этот тракт иркутяне называют Якутским трактом, а якутяне – Иркутским. Тракт являлся важной государственной дорогой, по которому ежегодно ездили тысячи людей. Одни по государственным делам, другие по делам торговли и промыслов. По нему ехали землепроходцы, торговцы, казачьи отряды, воеводы, а также уголовники, сектанты разного рода, скопцы, духоборы, старообрядцы, ссыльные разных категорий. Экспедиции 3 поколения русских революционеров и, конечно же, возили почту, и все они проезжали по почтовой станции. Это были времена, когда единственной тяговой силой на всей территории России была лошадь. В 1770 году указом Иркутской губернской канцелярии отбывание подводной повинности по Иркутскому тракту было обязано на русских поселенцев. Все это население, так называемые переведенцы, рекрутировались из ссыльных крестьян и взятых в зачет рекрутов. Их подавляющее большинство составляло из крестьян верхнеленских селений, ранее посаженных на пашню, жителей далеких сибирских деревень, по разным причинам отнесенных к числу преступников. Когда в 1772 году царское правительство конкретно приступило к организации почтово-пассажирского движения по линии между Витимом и Якутском, было основано уже 35 почтовых станций. Для заселения части этих станций для ямской службы из центральных губерний царской России было направлено 33 крестьянские семьи, годы рождения и смерти которых точно установлены. Отцы этих семей, родоначальники почтовых ямщиков по лени, представляли собой отборный элемент недовольных, сосланных за непокорность воле своих господ-помещиков. Они были сосланы в счет тогдашней 25-летней рекрутчины. Это был основной костяк ямщиков Средней Лены. Все эти ямщики Якутского округа, 19 человек, и Алекминского округа, 14 человек, переселенные на берега Лены в 1772-1773 годах, были прикреплены к конкретным станциям. Они, как сосланные за неповиновение, не имели права на свободное передвижение и перемену места жительства даже в пределах соседних станций тракта. Первые почтовые станки с течением времени превращались в деревни. Дома строили рубленые по-российски, с кухонным очагом, с русскими печами и деревянным полом. К концу XVIII века на берегах Лены насчитывалось уже 39 русских деревень.
Надо отметить, что только с поселением на берегах Лены почтовых ямщиков в Алекминском и Якутском округах интенсивно стало развиваться хлебопашество и огородничество. На Лену они прибыли почти на 100 лет позднее амгинских и алекминских первых пашенных крестьян. Несмотря на это, они дали наибольший толчок во внедрении хлебопашества и огородничества. Именно ямщики, выходцы центральных губерний царской России и имевшие опыт правильного обращения с землей, добились хороших результатов и приобщили к хлебопашеству значительный контингент местного населения. Это были прочные ячейки опытного хлебопашества и огородничества, причем не замкнутые, как скопцы, не случайные, как большинство ссыльных, стремившихся скорее вернуться на свою родину, не изолированные, как амгинцы, но вместе с тем сохранили русский быт, культуру, земледелие и делали свое дело от души. Совместное проживание русского и якутского народов значительно ускорило развитие их культуры. Станция Табагинская основана в 1743 году в 25 верстах от Якутска. В конце XVIII века на станции имелось 11 домов и 42 ревизных души. На каждую душу приходилось по 10 десятинь, 1612 сажень с долями. Место гористое, по крутизне различное. Крестьяне ловили рыбу для еды, их промысел – содержание почтовых лошадей. Большой же рыбной ловлей и звериным промыслом не занимались. В 1794 году в Центральную Якутию входили один город Якутск, 4 селения Мархинское, Табагинское, Чурапчинское, Хатын-Аринское, 2 слободы Амгинская, Никольская, 1 деревня Хатын-Чаранг, левый берег Лены, в 12 верстах ниже Якутска, 1 выселок Чапчалган, в 3 верстах от Амги. По указу Иркутского губернского правительства от 16 ноября 1803 года были командированы люди для описания станций, измерения дорог, установки верстовых столбов. В Табаге один такой столб сохранился до сих пор. Обязательства почтовых станций и почтосодержателей были следующие. Держать на станции лошадей здоровых, крепких и стоящих в почтовой гоньбе, объезженных, иметь повозки зимние с надежными отводами и кибитками и так называемыми накладушками, обшитыми крепко кожей или холстом, справную сбрую. Летом держать лодки и совершенно безопасные, и с крышами, с обтянутые холстом, высмоленные смолою. Иметь работников здоровых, трезвых и отнюдь не моложе 18 лет и не престарелых. Не задерживать почту и проезжающих, особенно эстафету и курьеров. Определяли по чину, кому давать тройку, пару или одноконную подводу. Содержать в чистоте и опрятности станционные дома, ремонтировать и починять их. Казна отказывалась выплачивать почтосодержателям за 3 года долями на каждые полгода вперед. Это и увеличение цен на разные припасы и неурожаи привели к обнищанию станций. Немало способствовало обеднению почтосодержателей, усиливающаяся пересылка партий ссыльных в Якутскую область. Кроме перевозки приходится кормить арестантов, ибо кормовых денег, выданных им, едва хватало до половины пути. В указе губернатора Иркутска предписывалось при 12 станциях Иркутского тракта содержать станции степенными крестьянами, не передавать гоньбы в другие руки. В донесении от 18 февраля 1834 года указывалось об удовлетворительном исполнении почтовой, государственной и обывательной гоньбы крестьянином Соколовым Ефимом Ивановичем из Табаги, Владимиром Шиловым и Василием Голоковым из Иланки. Крестьяне, допущенные к гоньбе, должны иметь минимум инвентаря – повозку, крытую лодку, седло, сбрую, бечевку и так далее. Повозки и лодки обычно приобретали артельно, группой домохозяев, лошадей выставляли отдельно.
Вначале промежутки между станциями были очень большими, уставали и кони, и люди, особенно зимой. Поэтому в начале XIX века дополнительно были созданы станции Еланская, Техтюрская. Обе эти станции были заселены ямщиками из Табаги, Соколовы, Шепелевы и Козловы. В 1838 году следующие табагинцы обслуживали обывателей и почту до Еланки. Соколов Иван I, староста, Лобанов Егор Иванович, Козлов Прокопий, Козлов Иван, Соколов Николай, Соколов Егор Ефимович, Колосов Василий, Лобанов Гаврила Семенович, Соколов Ефим Иванович, Шепелев Гаврил. В конце XIX века по Иркутско-Якутскому почтовому тракту в Якутском округе действовали следующие почтовые станции: Хатынгаринская, Бастахская, Никольская Слобода, Адейская, Прохладная, Добрая, Кельдянская, Тулагинский выселок, Маганская, Мархинская, Владимировка, Табагинская, Техтюрская, Улаханская, Покровская, Бестях, Булгуняхтах, Тойонары, Титары, Иланская, Батамай, Синск, Атдабан, Оймуран, Жура, Крестях, Малыкан, Исет, Чуран, Иловка и Саганахтахская. Шло время, менялись люди, началась мировая война, затем революция, потом гражданская война, долго длившаяся в Якутии. Но почтовый тракт действовал, и потребность в почтовой связи все возрастала. Только не устраивало население и власть, придержащих скорость движения почты, и поэтому шел поиск других средств передвижения. Тракт служил главной дорогой огромной страны, через которую проходили ее политические и культурные связи с Тихоокеанским побережьем. Многотрудное освоение этого огромного края, превращение его в составную часть российского государства, сопровождавшиеся событиями, все это проходило через реку Лена и ее станки. Вот подлинные ямщицкие дома стоят, это там вот возле остановки у нас дом, все требуется реставрации. Мы когда проект на 25-ю версту писали, гранты президента общественные, ну, хотели взять 3 миллиона, отреставрировать ямщицкую усадьбу и уже на той базе проводить наши мероприятия. Ну, с гостями, с ямщицкой кухней. Далее мы побывали в гостях еще одного потомка ямщиков у Полины Титовны. Ну давайте, о чем не скрывать. Давайте. И они мне дали участок. Там был у меня муж живой. Соединили, получается. Да. Ой, такой толстенький. Красивенький котик, Покажу, что где жил мой отец. Да. И как его звали-то при жизни? Его звали Потапыч Соколов. Там Марс Как раз. деньги не ворожит. Я говорю, хочешь рыбу? Быстро считай деньги. Он, видите, дверь всю задрал. Еще там Зоренька была. Отцовский. Он потомки ямщиков же, да? Да. Сыновья. Получается, дедушка ямщик был, да? Отец. Отец сам Соколов. ямщиков. Да, Сам его ямщиком был. Более 100 лет. Ух ты. Это домик, в котором хранили ямщики хомуты. Да. Крыши не было, веранды не было. Мы его купили за 400 рублей. Это мы все сами обстроили. И я еще сделала с той стороны 2 окна. Было всего 3 окошка. А хомуты-то сохранились какие-нибудь? Откуда? Только дуга сохранилась. Полина Титовна. Нет. Окна были вот такие. 3 окна. Это родные. Мы с ними купили. Я просто сделала облицовку и все. А то был совсем уж страшный. Я тогда девочка была, лет 12 мне было, когда мы это приобрели. Он без крыши был, отец сделал крышу, сделал эту. И вот осталось от этого только дуга. Бардак. Вот там лежит, Вот он лежит. Он же сейчас испортится так. Она уже старая. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это ее вытащу я завтра.
Ага. Вытащу, сохраню. Да, надо сохранить, потому что под дождем, под этим, Конечно. Ну, Я потом уже говорила, плохо. просто пустота. ага. И там горела была всего одна лампочка электрическая, и стена была глухая, где вот была палка, на ней висели эти хомуты, цепляли, Мгм. просушивали. И печка посередине была. И Обитые затягивалось кожей. там это все у них. Всё это. Вот то, Ага. что осталось, вот эта Ага. дуга осталась. Вот. Ага. вот дуга. Ее надо поднять, отреставрировать, все хорошенько сохранить. Может, это Ага. до снега я ее притащу в Ага. школу, музей. Да, И надо. там это. Там отреставрировать надо. Вы там все это. Ага, Еще конечно. отец у меня делал коромысло такое где-то Ага. есть. А, Старинное ну ведро таскать. вот. Тоже мне говорят, туда Ага. унеси. Это очень хороший музей, кстати, ага, мы в тот раз снимали музей, и действительно, да. Там, Там, дедушку чтоб моего сохранить объяснили, память. Шиплёва Иван Константинович. Да, было. Это проводник Кондрашвили был. Да, рассказывай. Ага. Тут все роднее, по-моему, Ага. родственные души. Да, Вот так. конечно. Ага. Ага. Ясно. Вот такие Ага. вот дела. Полина Титовна, спасибо большое вам за Ну, рассказ. я Интересный. так бы вас, И... не Ага, ну, конечно, приехали вы... бы, я- Теперь многое изменилось в истории республики, а ямщицкая служба стала историей. И нам нельзя забывать об этом. Наши предки сыграли исключительную роль на судьбоносном этапе исторического развития Якутского края. Получилось так, что однажды вступившие на эту землю, да как велено было судьбой, так и остались навечно, а корни, пущенные ими, растут и множатся, жизнь продолжается. И мы должны помнить свою историю с чувством законной гордости за их добрые дела, которые внесли в историю нашей республики огромную положительную лепту. На этом я завершаю свой короткий видеосюжет об истории ямщиков на якутской земле. Всем спасибо за внимание и всего вам доброго. До новых встреч!